должно изначально, согласно договору, 4 шестиэтажки. Потом почему-то 3 семиэтажки с мансардой. А теперь якобы 9-этажки. И они уже 8-й этаж продают. В итоге мы ему заплатили, согласно нашей квитанции, 2 миллиона, 1 980, что ли, тысяч долларов. Ну, почти 2 миллиона долларов. После того, как дольщики начали тоже к нему все претензии предъявлять, он исчез. Исчез, не выходил на связь, обещал приду. Мы тут сидели, охраняли эту стройку. Он не приходил, мы даже охранникам собирали деньги, скидывались, оплачивали, охраняли его кирпичи, чтобы ничего не растащили, потому что мы понимали, что это наши деньги вложенные. И после этого он просто исчез. И тогда я приняла решение, пошла, написала заявление, и кто-то из дольщиков тоже пошли, написали заявление в РОВД. После этого появилась эта Чинара, адвокат. Она нас убедила, что он будет строить, и они нам обещали передать объект, чтобы мы сами достроили. И то он говорит, пока он там сидит в СИЗО, он не сможет подписать. Мы написали встречное, она нам отдала документы. После того, как пошли в нотариус, вот этот наш договор подписанный, оформлять, нотариус сказал, вы не имеете права третьим лицам, вот согласно договора с владельцем земли, с арендатором земельного участка, значит, там написано, что третьим лицам вы не имеете права без него передавать. Эти землевладельцы, они в позу встали и сказали, мы не будем ничего передавать. Мы при чем? Мы такие же потерпевшие стороны, мы при чем? У вас договор по совместной деятельности. Мы, когда нашли застройщика, заключили с ним договор, что он застроит. Он обещал застроить. Ну, потом перестал застраивать. Мы его говорим, почему ты перестал застраивать? Потому что мы знали, что есть дольщики, что будут какие-то проблемы. Он сказал, давайте расторгнем договор. Они расторгли с нами договор. Он расторг с нами договор. Мы, естественно, не смогли зарегистрировать. Он говорит, я с дольщиками разберусь. При этом то, что он с дольщиками не разобрался, он еще начал продавать квартиры. Поэтому к вам обратились. Поэтому в Пакистане никто не заботится о своей репутации. Практически мало кто заботится. Поэтому свои деньги в следующий раз вот так не доверяйте. Ладно? Большая просьба.